О главных темах дня в информационном выпуске Хамши Кушара. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба и в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь, итоги рабочей поездки в Москву, вопросы энергетики и другие актуальные темы. Аслан Бжаня провел пресс-конференцию для журналистов. В артиллерийской воинской части в поселке Багмаран близится к завершению ремонт спального помещения для солдат срочной службы. Дни культуры Чеченской Республики пройдут в Абхазии. В Абхазии будет создано новое Министерство энергетики и транспорта. Об этом заявил президент Аслан Бжаня на пресс-конференции для журналистов. Глава государства рассказал об итогах рабочей поездки в Москву и визите в Республику Беларусь. Говорили о сферах возможного сотрудничества и о том, что Минск может стать площадкой для обсуждения вопросов безопасности на Кавказе. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Абхазия заинтересована в укреплении отношений с Республикой Беларусь, а Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжаня. Вы знаете о том, что женевские дискуссии у нас, скажем так, в последнее время не проводятся. И, конечно же, Женеву мы уже не можем считать нейтральным местом. А Минск мог бы стать и является нейтральным местом, где могли бы проводить мы дискуссии по безопасности. Это тоже одно из направлений работы, которое нам необходимо продвигать. Ну и взаимодействие в области экономики, развития экономических связей. Кто бы что ни говорил, экономика во многом определяет политику. Были силы, которые не хотели, чтобы состоялась встреча президента Беларуси со мной. Были такие силы, поэтому он приветствовал меня, акцентировал свое внимание на, скажем так, острую реакцию со стороны Грузии. Контакты будут продолжены, они полезны, они принесут огромное количество, как я предполагаю, добрых дел в перспективе. Ну и вы в последнее время видите, насколько сблизились позиции между Белоруссией и Россией. Мы их союзники, мы союзники России, мы хотим быть союзниками для Белоруссии. И в этом ключе нам надо обязательно работать. Следующий вопрос касался вхождения Абхазии в союзное государство. Аслан Бжаня отметил, что разговоры на данную тему преждевременны. Нет таких, скажем так, консультаций или целенаправленных переговоров, направленных на вступление в Союз. Я бы хотел отметить следующее. Союзное государство, как я это понимаю, это некая надстройка. В союзное государство могут вступить государства, сохраняя свой суверенитет и независимость. Такое союзное государство существует между Белоруссией и Россией. Приглашения официальных мы пока еще не получали, но я думаю, что в перспективе можно было бы рассматривать участие нашего государства в этом союзе. Аслан Бжаня напомнил о том, что контакты с Белоруссией были еще до признания России суверенитета Абхазии. Я бы хотел напомнить нашим гражданам, телезрителям, позицию руководителя Белоруссии, когда Абхазии была объявлена эмбарго, экономическая блокада. Вы, наверное, помните о том, что президент Беларуси Лукашенко эту идею не поддержал. Это были его высказывания. То, что Абхазия независимое государство и будет проводить независимый курс, об этом он знает, и я об этом сказал и подтвердил. Вы же не видели всего того, о чем мы там говорили. Он говорил о том, что надо, конечно же, стараться сделать так, чтобы отношения были добрососедские, в том числе с Республикой Грузия. Это известно, что такие отношения, если будут, это хорошо, но на принципах признания независимого абхазского государства. По-другому этого быть не может. И он с этим согласен, и это не было предметом дискуссии или обсуждения, чтобы вы это знали. Журналисты коснулись темы заимствования опыта у Республики Беларусь в сфере экономики и эффективного госуправления. Вы говорили о том, что эффективное государственное управление, экономические процессы, которые происходят в Беларуси, они могут быть примером для
Абхазии. Могли бы вы чуть-чуть раскрыть скобки, что вот, на ваш взгляд, действительно может быть активно использовано в Абхазии? Это первый вопрос. И второй, касающийся инвестиционных проектов белорусских, о которых тоже периодически говорят, которые могут быть воплощены здесь, в частности, в Восточной Абхазии. О чем идет речь? Вот как-то и у вас на совещании речь шла о том, что крупный инвестиционный проект будет в Ачимчирском районе. Если можно, чуть подробнее. Спасибо. На что я обратил внимание? Во-первых, больше всего удивило то, что высокие технологии, парк высоких технологий в Беларуси был создан более 10 лет тому назад указом президента. Этот парк сегодня экспортирует IT-продукцию более чем на $2 миллиарда. И около $300 миллионов этой продукции, их программной продукции приобретается Россией. Ну что такое парк высоких технологий? Это специалисты, айтишники, которые имеют, скажем так, комфортные условия для работы. Вот это можно перенять. Людям, скажем так, данной профессии нужно, чтобы они имели доступ к интернету, чтобы логистически было удобно приехать, уехать. А с учетом нашего климата, я думаю, что Абхазия в этом смысле будет востребована. Это не вредное производство, это люди, интеллектуалы, которые работают и платят огромную сумму денег в бюджет республики и экспортируют высокотехнологичную продукцию. Этот опыт нам можно и нужно перенять. В апреле 2024 года в селе Кындах начнется строительство санаторно-курортного объекта, в котором будет создано 250 рабочих мест. Абхазия также заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области сельского хозяйства. На пресс-конференции говорили об итогах рабочей поездки главы государства в Москву. Один из ее результатов – договоренность о перетоке электроэнергии до конца марта. Сейчас, в настоящее время, нельзя говорить о том, что в России есть избыток электроэнергии, они поставляют на новые территории. Несмотря на это, они остаются верными своему союзническому долгу. И в рамках наших договоренностей мы получаем переток. Да, есть определенные ограничения, но если не было бы поддержки Российской Федерации в этом вопросе, ситуация была бы еще сложнее. Мы обсуждали эту проблему. Мы обсуждали, у нас находится в проработке несколько документов. Они требуют определенного времени, согласования позиции. Это межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и межправительственное соглашение об инвестиционном проекте по аэропорту имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Я надеюсь, рассчитываю на то, что в ближайшие дни, там, может быть, 1-2 недели, окончательная редакция данных соглашений будет завершена. В рамках пресс-конференции Аслан Бжания сообщил, что в Абхазии будет создано Министерство энергетики и транспорта, так как эти отрасли требуют большого внимания. Да, такое министерство будет создано. Я знаю мнение определенного количества мнений депутатов и товарищей. Мы будем создавать такое министерство. Мы хотели бы сконцентрировать усилия органов исполнительной власти и органов законодательной власти на проблемах энергетики, транспорта. Проблемы транспорта. Это разве нормально, что у нас в таком состоянии находятся железнодорожные вокзалы? Они же разрушаются у нас. Что-то надо делать, правильно? Автомобильная дорога наша переполнена. В течение с 2016 года по настоящее время, да, с 2016 года, с 16-17 года в 2,2 раза увеличилось количество автомобилей, которые зарегистрированы в Абхазии. Летом, вы, если обратили внимание, у нас уже пробки. Наш мост через Гумисту, он тяжело со всем этим справляется. Надо изыскивать средства, надо находить деньги, надо все это строить. Аслан Бжания ответил и на вопрос о проделанной работе за время его пребывания на посту президента. Среди самых сложных моментов – борьба с пандемией и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации, в которых пострадало 1337 человек. Мы на это дело выделили 100
80 миллионов рублей. На борьбу с пандемией почти под 1 миллиард рублей. Безвозмездная материальная помощь нуждающимся гражданам, прямая адресная помощь. Такую помощь получили 7746 человек на сумму 628 миллионов рублей. У каждого была острая проблема. Значительная часть из них болели тяжелыми заболеваниями. Часть из них должны были оплатить обучение детей. Часть из них иную проблему имели. Это не предусмотрено бюджетом, это с разных резервный фонд президента и так далее. Подчеркиваю, хочу отметить, 7746 человек адресную помощь на сумму 628 миллионов рублей. И еще один вопрос, который для меня был очень важным, для меня он имел особое значение, сакральное значение. Это восстановление дома-музея Нестора Лакоба. В этом году, я надеюсь, мы эту работу завершим. Выдающегося государственного деятеля Абхазии. А что касается качества работы управленческого аппарата, есть куда расти. Есть министерства и ведомства, коллективы, работой которых я очень доволен. Есть коллективы, работой которых я недоволен. И такое есть. За последние годы существенно увеличен бюджет Министерства обороны. Ведется активная работа по повышению мобилизационной готовности вооруженных сил. Аслан Бжаня также рассказал о предпринятых мерах по оптимизации штатов госорганизации, отметив, что сокращения коснулись и аппарата администрации президента. Потому как софинансирование, в том числе заработной платы основным категориям бюджетников, идет с Российской Федерации, есть план штатного расписания, да, которые работают правила в России. Мы этих правил придерживаемся, в рамках этого сокращаем. Есть недовольные люди. Ну, знаете как, тут модно и просто говорить, там, разогнал чиновничий аппарат. Слушайте, куда трудоустроить людей? У нас уволить человека – это колоссальная проблема. Это маленькая война. И не всегда победоносная для органов власти. Это маленькое такое сражение. Но если я не хочу говорить имен, не хочу говорить фамилии, у нас были люди, и есть пока еще люди, которые занимают должности по 30-35 лет. Президент ответил на вопросы, касающиеся борьбы с майнингом криптовалют, государственной программы жилища, здравоохранения и газификации. Гугу Савардания, Сарик Варасхелия, Рамук Камкия, Алексей Баструков, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Пресс-конференцию Аслана Бжаня по итогам рабочей поездки в Российскую Федерацию и визита в Республику Беларусь смотрите в нашей сегодняшней программе. Полезный обмен и опытом межведомственное сотрудничество. Завершилась рабочая поездка делегации МВД Абхазии в Южную Осетию. Делегацию возглавлял министр Вальтер Ботва. О состоявшихся встречах, достигнутых договоренностях и об итогах поездки в репортаже пресс-службы ведомства. Делегация Абхазии во главе с министром внутренних дел Вальтером Ботва в ходе визита в Республику Южная Осетия посетила административное здание совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Цхинвале. В составе делегации директор и представители СИКЦ ОВД Абхазии и России, руководитель экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел. Хотелось бы отметить, что очень положительные мы получаем эмоции, не только эмоции, но много видим того, что хотелось бы видеть у нас, хотя делается для этого очень много. В частности, мы находимся на территории СИКЦ, который непосредственно занимается исследованием автотранспортных средств. Здесь можно воочию увидеть, насколько все здесь продвинуто, и насколько здесь оборудовано, и насколько здесь хорошо. Есть у нас специалисты, и мы готовы, и будем дальше работать над этим, но хотелось бы, чтобы и у нас такое направление было развито очень. И большое спасибо нашим министрам за то, что они провели такую встречу и с СКЦ, в частности. Это очень полезный обмен не только опытом и информацией, но и отношениями и взаимодействием. Почему я ставлю акцент в данном случае на автотехнические исследования и проведение экспертиз? Потому что в нашей республике очень много ДТП, где возникает много вопросов по транспортным средствам, на каком основании было это, случилось это ДТП и все остальное. Поэтому для решения таких вопросов в судебных процессах нужно определять направление, в частности, автоэкспертизы.
чтобы могли мы качественно и в рамках правового поля проводить все исследования. Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел представляет собой комплекс, включающий отдел криминалистических учетов и экспертиз, предусматривающий проведение более 10 видов судебных экспертиз, в том числе дактилоскопической, портретной, трастологической, баллистической, почерковедческой, лингвистической, автотехнической, химической, компьютерной и других. Опыт коллег весьма важен для Абхазии. Вместе с тем глава Юго-Осетинского МВД Валерий Газаев отметил, что это было продуктивное взаимодействие. Я считаю, что как министр, что визит носит очень плодотворный характер. У нас есть моменты, по которым мы можем сотрудничать, делиться опытом друг с другом. Допустим, нас интересовали такие моменты, как я и вчера озвучивал, что у вас имеется большой опыт обеспечения безопасности туристов, которые приезжают в Абхазию. Вот. И вот эти все наработки, конечно же, нам были бы очень интересны. И также вот по линии совместных информационно-координационных центров, как известно, у нас данный совместный информационно-координационный центр, он уже создан, да, он уже практически имеет практический опыт работы. И нашим абхазским коллегам было интересно заимствовать наш опыт, как у первопроходцев. Так что примерно вот эти вопросы мы обсуждали. Стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество по основным вопросам, стоящим перед ведомствами. Важность визита подчеркнул министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба. Делегация Министерства внутренних дел Республики Абхазия прибыла с рабочим таким визитом в Республику Южная Осетия для организации взаимодействия на должном уровне, для перенятия опыта в части создания на базе совместного информационно-координационного центра отдела экспертиз, ознакомились с их расположением, требованиями к данного рода подразделениям. В результате мы увидели, что оно очень востребовано как в Южной Осетии, так и в Абхазии для проведения специальных экспертиз. Как, например, у нас есть обостренная проблема при решении в рамках возбужденных уголовных дел экспертиз в части автотехнической экспертизы и ряда других экспертиз, которые мы хотели бы также проводить на территории Республики Абхазия, используя ресурсы совместного информационного координационного центра. Это нам позволит выиграть время, то, что очень важно при расследовании уголовных дел, выиграть время, качественно собирать доказательную базу. Вот в этой связи мы здесь находимся, и мы действительно впечатлены и много чего мы можем перенять и многому научиться в этой части. И я думаю, это придет и пользу принесет и Республике Абхазии, и Южной Осетии тоже принесет пользу в части взаимодействия. Мы их пригласили с рабочим визитом также в Абхазию. Думаем, надо создавать уже взаимоотношения, вывести на такой уровень, чтобы мы могли решать проблемы быстро и качественно. 2 марта визит абхазской делегации в Республику Южная Осетия завершился. Представители МВД Абхазии во главе с министром отбыли в Абхазию. Прокуратура Гагрского района окончила предварительное расследование по уголовному делу в отношении сотрудников районного УВД и направила в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу. Сотрудники УВД Богателя, Аншба, Джалагония, Читанава и Мишели обвиняются в совершении действий, выходящих за пределы их полномочий в отношении гражданина Российской Федерации русских Артема Александровича. А именно в применении физического насилия и причинении Артему русских телесных повреждений. Есть такая профессия – родину защищать. Для каждого мужчины воинская служба – ответственное время, сопряженное с трудностями и испытаниями. Но когда есть возможность нести службу в комфортных, современных условиях, то, конечно, исполнять долг перед отчизной намного легче. В артиллерийской воинской части в поселке Багмаран близится к завершению ремонт спального помещения для солдат срочной службы. Что сделано и когда военнослужащие переедут в отремонтированную казарму, узнавала Алика Трапш.
Капитальный ремонт здания на территории воинской артиллерийской части в поселке Багмаран был начат в октябре прошлого года. Совсем скоро ремонтные работы будут завершены. Старое здание было построено еще в 60-х годах прошлого столетия и сильно нуждалось в реконструкции. Здесь в советское время базировалась советская часть, строительный батальон. Вот эти здания остались от этой части, и до сегодняшнего дня такого капитального ремонта зданий не проводились. В старом здании силами Министерства обороны проводились частичные ремонты для поддержания и создания удобств для личного состава. В здании предусмотрены все удобства. Спальное помещение с подогреваемым полом, офицерская канцелярия, оружейное помещение, санузлы, душевые. Ремонтно-восстановительные работы проводила фирма СК «Гарант». Площадь капитального ремонта 327 квадратных метров. В принципе, погодные условия позволяли проводить работы, никаких проблем не было. Да, и в целом все согласовывалось с представителями министерства. Каждую комнату, каждое помещение проходило экспертизу в министерстве, то есть говорили площади, объемы. Сметная стоимость ремонтно-восстановительных работ составила порядка 12 миллионов рублей. Средства выделены из республиканского бюджета. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства. Работы были выполнены в соответствии со всеми нормами и правилами. Управление капитального строительства осуществляло ежедневный технический надзор за ходом производства работ. Сроки соблюдены, учтены все пожелания и требования представителей Министерства обороны. К качеству выполненных работ вопросов нет. Все сделано хорошо. Ремонтные работы в спальном помещении артиллерийской воинской части в поселке Багмаран будут завершены в ближайшее время. Личный состав переведут в новое здание к концу марта. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В преддверии Международного женского дня из Абхазии в Россию начали ввозить самые крупные партии мимозы. Флористы активно используют ее для создания ярких цветочных композиций. По данным на 2 марта из Абхазии в Россию экспортировано 145 тонн мимозы, сообщает Хабснепресс со ссылкой на Государственный таможенный комитет. За аналогичный период 2022 года в Россию было вывезено 133 тонны. С 13 по 17 марта в Абхазии пройдут Дни культуры Чеченской Республики. Церемония открытия состоится 13 марта в Русдраме. Будет показан спектакль Русского театра драмы имени Лермонтова «Белла. Герой нашего времени». 14 марта в филармонии состоится концерт мастеров искусства Чеченской государственной филармонии. 17 марта на закрытии Дней культуры Чеченской Республики также в Абхазской филармонии состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца в войнах. Начало всех мероприятий в 18 часов. Вход свободный. С 1 марта стартовала кампания по приему заявок на гранты Россотрудничества от организаций соотечественников в Республике Абхазия. Заявки будут приниматься по 19 марта. В рамках конкурса создан телеграм-канал «Гранты Россотрудничества Абхазия», где размещена официальная информация по конкурсной программе. Все заявки принимаются в электронной форме на почту представительства Россотрудничества. Сумма гранта не должна превышать $2000 США. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону, который вы видите на своих экранах. И в завершении выпуска информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 3 марта на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен туман. Днем – дождь. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 9,14. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.